Эту удивительную на самом деле книгу написал татарский филолог, ученый, писатель из Набережных Челнов Рафис Салимжанов. Выпуск 37. Можно ли учиться у русского народа? Можно ли чему-нибудь научиться у русского народа? Можно. Вот этому романтизму, романтизму. Да, этого народа еще каких-нибудь 1000 лет назад не было на свете. Он поднялся из небытия благодаря своему романтизму, еще и благодаря героизму. Было дело, тюрки, то есть мы, закостенели. Мы господствовали десятки тысяч лет. Мы это не помним. Язык наш помнит. Да, это древнейший и совершеннейший язык мира. Но мы прилипли к своим корням, прилипли к своему великолепию, прилипли к совершенству. И такое, оказывается, бывает в жизни. Говорил же русский мудрец Грибоедов, что горе от ума. С чего бы, если подумать, горе может быть от ума? Это само по себе счастье. Оказалось, что бывает. Вот так. Слишком совершенное иногда ведет к упадку. Мягкое побеждает твердое. Так говорит китайский мудрец Лао Цзы. Бывают же слишком совершенные красавицы, которые и близко не подпускают к себе никого. Так и захереет красивейший цветок, без слез, без жизни, без любви, то есть без движения. А он мятежный просит бури, как будто в бурях есть покой. Так сказал мудрец Лермонтов. Да, нужны иногда мятежи. Я говорю о духовных. Кстати, есть у меня некоторые предположения о появлении и назначении русского народа. Русский народ пришел в мир, чтобы спасти тюрков. Когда тюрки начали сохнуть, 15-16 века, дерево жизни тюрков распустило еще одну ветку от тюркско-татарского «бытак» – русскую. В скобках замечу от себя, после одного официального мероприятия в частном разговоре примерно о том же говорил выдающийся татарский актер Асгар Шакиров. «Татары никуда не исчезнут», — говорил он, «даже если потеряют родной язык, но это уже будут русские татары». И вот от перемешивания тюркского, церковнославянского, угрофинского языков, а также от смешения угрофинского и тюркского народов появились русские. Привет, ребята! Мы ближе к вам, чем вы думаете. Почему татары мчались впереди всех, но взяли да отстали от русских? Как это случилось? Мы потеряли по дороге романтизму. Мы прилипли к своей статичности, однородности, однобокости. Без романтизму нет народа. Мы, татары и тюрки, в какой-то отрезок исторического времени остановились в своем развитии. Мы по дороге в будущее выронили из зубов яблочко песню, то есть цыганство души и бесконечность духа. Природа однобокости не прощает. Природа тысячебокая. Мы, татары, остановились, отгородились от мира. Не надо было этого делать. Надо было преодолеть эту статичность песнями, философией,
наукой, искусством, религией, музыкой и такой же великой литературой, как у русского народа, пляской, наконец, то убогое, что показывают в Казани как татарский танец, в кавычках татарский танец, это не наш танец. Как вам сказать? Нет там отчаянности и смелости татар, всегда бегущих первыми в атаку. Здесь я позволю себе прервать это болезненное повествование Рафис-ага и вставить свои два алтына. На 70-летие Шаймиева я получил редакционное задание взять интервью по этому поводу у известных и знаменитых москвичах татар. Помнится наш откровенный разговор в татарском представительстве в Москве с его главой Мирихановым. Не путать с Минихановым. Наша беседа затянулась за полночь и вышла из официальных рамок. Думаю, сегодня, почти 20 лет прошло, уже можно обнародовать некоторые скользкие, скажем так, моменты. Мой собеседник, забыв про свой высокий официальный сан, с горечью говорил тогда мне о том же, о чем пишет в своей книге Салимжанов. «Ну какой это татарский танец?» – возмущался он. «Ну это какие-то детские хороводы, ни огня, ни экспрессии. На москвичей, когда мы во время сабантуя показываем наши танцевальные ансамбли, они не производят никакого впечатления. Тогда под видом татарских мы запускаем башкирские танцы. Но это же совсем другой калинкор. Москвичи в ауте». Пусть простят нас братья-башкиры. Вернемся к тексту книги. Нет там имеется в виду в татарских танцах, нет там нашего беспокойства духа, подсознательно ищущего, строящего, штурмующего просторы мира. Да, мы остановились, но и в этих остановках мы не переставали искать то доброе и вечное, без которого нет человеческой души. Мы находили его в мусульманстве. Мы находили его, как ни странно, в торговле. Мы один из самых воинственных народов мира. Татар-воин, человек. Мы наш меч отложили в сторону. Так говорил татарский философ Марсель Хайруддинов. Это было во времена Екатерины II, в 1780-х годах, когда эта великая немка нам разрешила исповедовать ислам, бывший до этого в России вне закона. Что нам ваши воинственные казаки с лампасными штанами? Из экрана телевизора, который стоит в предбаннике, поет казачий хор с саблями, со свистом, с джигитовкой. Как стоят! Глаза горят, что у женщин, что у мужчин. Романтика войны, от которой никак не могут оторваться. А когда мы были на войне, песня такая. На войне мы тоже были. За нашими спинами стоят самые великие сражения этого подлунного мира. Что нам ваши Александры Македонские? Что нам ваши Цезари и Наполеоны? Все их завоевания Чингисхану и его потомкам в подметке не годятся. Но пора отвыкать от этих войн. Мы, татары, всегда были в какой-то степени самодостаточны, но мы остановились. Остановились. С какой стороны ни начинай, это так. Эти робкие и приземленные прыгания не наше это. Да, когда русский народ вышел на сцену, наверное, мы в это время, пожалуй, мы просто устали. Пассионарность, так об этом говорит мудрец Лев Гумилев, у татарского народа и тюрков такая простая и великая в лук история,
которую, я думаю, поднимут когда-нибудь со дна океана забвения. Что досмотрели видео до конца, следите за нашими выпусками, продолжение следует. Давамы бар.